Сотрудники ЦИК обратили внимание, что одним из основных организаторов этой пресс-конференции абсолютно не случайно является присутствующий здесь Мамбет Жунус Абылов. Я напомню журналистам, что он является экс-председателем ЦИК, экс-послом нашей страны и большим государственным деятелем. Почему он заказал эту пресс-конференцию и пригласил присутствующих здесь спикеров, вы поймете из содержания сегодняшней встречи. Я лишь скажу, что в свое время, в 2004 году, в компании госпожи Отунбаевой, в компании господина Шеремкулова, господин Абылов также пытался принять участие в президентской гонке, но у него это не получилось. И не случайно сегодня он пригласил политиков, общественных деятелей для того, чтобы ответить на вопрос, который мы поставили как тему нашей пресс-конференции. В президентской гонке нет места для Садыра Жапарова. Почему? Простой вопрос. И вы получите, я надеюсь, исчерпывающий ответ, еще раз подчеркну, от присутствующих здесь политиков, общественных и государственных деятелей. Я сознательно не называю их кандидатами в президенты, хотя журналисты хорошо информированы о текущей ситуации. Итак, почему у Садыра Жапарова нет правовых и каких-либо других шансов принимать участие в президентской гонке? Вот тема сегодняшней пресс-конференции, и вопрос этот будет раскрыт перед вами присутствующим здесь господином Ишенбаем Кадырбековым, господином Адаханом Мадумаровым, господином Канатом Исаевым. Здесь также присутствует Бектур Асанов, и я еще раз подчеркну, Мамбет Жунус Абылов, человек, который тончайно разбирается во всех тонкостях, как экс-председатель ЦИК с одной стороны, с другой стороны, как один из кандидатов на пост президента в 2004 года. Первое слово я предоставляю Адахану Мадумарову. Я знаю, что Адахан Кимсанбаевич прекрасно говорит на русском, кыргызском. Вы получите исчерпывающую информацию, и мы начинаем. Прошу вас. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Азыр жыйындын башында айтылды, бүгүнкү жыйналгандан максат мен ушул маалымат жыйынын уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем, чакыргандыгы үчүн. Себеп маселе жеңил эмес. Азыр биздин модератор айтып өткөндөй, маселе конституциялык талаага шайкеш келеби, келбейби, конституциялык мыйзамдарга туура келеби, келбейби, же Кыргыз өлкөсү 6 октябрдан бери туура багытта баратабы, же жокпу? Мыйзамдар сакталуудабы, же биз ар кандай чектерди бузуп талаага чыгып кеттикпи деген маселенин тегерегинде. Мен күткөн эмесмин, биринчи мага сөз бере коет деп. Мен адатта сиздерден кандай суроолор келген болсо, биз ошолорду тактап жооп бергенге аракет кылалы. Добрый день, уважаемые коллеги. Я выражаю благодарность организаторам сегодняшней пресс-конференции. Как уважаемый мой модератор говорила, сегодня вопрос о конституционности, о законности тех процессов, которые мы каждый день с вами очень пристально наблюдаем. Речь идет о выборах президента Кыргызской Республики. Я готов, если у кого-то есть вопросы, конкретно ответить на все ваши вопросы. Мы свое видение изложили в заявление в адрес Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики. Там все подробно, как на государственном, так и на официальном языке, четко, конкретно изложено. Спасибо. Спасибо большое, Адахан. Канат Исаев, ваша позиция. Рахмат, биз кошумчалап айтып кете турган маселе. Биринчиден, бүгүнкү пресс-конференцияга биз конок катары чакырылдык. Уюштурган адамдардын ысымы айтылды. Биз өзүбүздүн берген, Борбор шайлоо комиссияга берген арызыбыз боюнча түшүндүрмө берип койсоңор деп чакыргандан келип айтып атабыз.
Ең негізгісі биздин Кыргыз мамлекетинин мыйзамдарынын, конституциясынын талаптарына лайык бардык талапкерлер калыс бир шартта катышсын деген кайрылуу болду. Анткени ушул конституцияны кабыл алып атканда президенттин милдетин аткарып аткан адам президентке талапкер боло албайт деген бунун мааниси бардык талапкерлер бирдей шартта болсун. Бир талапкер башка талапкерлердин астында артыкчылыкка ээ болбосун деген ой менен бул мыйзам кабыл алынган. Тилекке каршы Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып, анан өткөрүп берип туруп катышып атат, бирок ошол өткөргөн учурда дагы бардык артыкчылыктарга ээ болду. УКМКнын төрагасына өзүнүн партиялашын койду, башкы прокурор кызматка өзүнүн партиялашын дайындап алды. Президенттин аппараты бүгүнкү күндө бардыгы Садыр Жапаровдун буйругу менен, жарлыгы менен дайындалган адамдар. Ошол себептен биз мыйзам бузуу болуп атат, борбор шайлоо комиссияга Садыр Жапаров талапкер катары катталбасын деген кайрылуу менен кайрылдык. Уважаемые представители средств массовой информации, на сегодняшнюю пресс-конференцию мы были приглашены как гости для того, чтобы мы пояснили свою позицию согласно обращению в Центральную избирательную комиссию об отказе с просьбой отказать в регистрации Садыра Жапарова. В связи с чем мы обратились, так как согласно Конституции исполняющий обязанности президента не может быть кандидатом в президенты. Это четко, черным по белому написано. При принятии данной нормы в Конституцию, естественно, законодатели руководствовались тем, чтобы все кандидаты были равны и участвовали на равных условиях. Садыр Жапаров, будучи исполняющим обязанности президента, уже назначил своих однопартийцев на очень ответственные должности: председателя ГКМБ, генерального прокурора, руководителя аппарата президента и других структур. Соответственно, он уже имеет преимущество перед другими кандидатами. Мы требуем, чтобы Центральная избирательная комиссия, согласно нормам Конституции, отказала в регистрации Садыра Жапарова, так как он уже исполнял обязанности президента. Спасибо. Спасибо большое. Тем продолжает Аксакал политики Иженбай Кадырбеков. Прошу вас. Я дам разъяснение. Да, пожалуйста. Толкование 68 статьи Конституции, согласно которой исполняющий полномочия президента не вправе быть кандидатом и участвовать в предвыборной кампании на президентскую должность. Сам досрочное избрание президента событие – это чрезвычайное происшествие. Соответственно, учитывая, что может быть такое в жизни страны, в Конституции предусмотрена норма, в котором исполнение полномочий президента переходит должностному лицу именно порядок и последовательность. Есть одна особенность. Она не зависит от субъекта. Полномочия президента не являются собственностью чьей-либо. Она по требованию Конституции переходит должностному лицу. Если написано, что при уходе в отставку президента полномочия переходят төрага, значит она переходит төрага. Не к какому-либо, төрага, должностному лицу. В случае, если төрага не может исполнять свои полномочия, она переходит премьер-министру. То есть эта должность, исполнение полномочий президента, как липучка, прилипает к должностному лицу. И она не зависит от того, хочет он, не хочет, передал кому-то или не передал. Когда премьер-министр, исполняющий полномочия президента, заявил, что он освобождается от полномочий президента, он этого не может сделать. Таково требование Конституции. У него есть один выбор: уйти в отставку от премьерства и, естественно, освободиться от полномочий президента страны. Но так как он временно приостанавливает должность своего премьер-министра, естественно, сохраняется у него должность премьер-министра, от него уже никак не может отойти исполнение полномочий президента.
и его заявление о том, что он освобождается от исполнения полномочий президента, она юридически неверна, потому что он сам не может освободиться. Она преследует именно должностное лицо, то есть премьер-министр, он сохранился, естественно, исполнение полномочий президента сохраняется за премьер-министра. Соответственно, если сегодня Садыр Джапаров является премьер-министром, должность, исполняющим полномочия президента, соответственно, согласно второй части статьи 68, он уже не может участвовать в президентских выборах. Это конституционная норма. Поэтому спасибо кандидатам, которые на наше приглашение и на нашу инициативу сегодня появились на пресс-конференции. Мы, как инициаторы, даем вот такое разъяснение. Если бы он действительно желал бы участвовать в президентских выборах, он должен был уйти в отставку. Соответственно, был избран другой премьер-министр, один из вице-премьеров исполнял полномочия, и к нему перешло бы полномочия президента. Он этого не сделал, и, соответственно, исполнение полномочий президента сохранился у него. Таков требование Конституции, и Центральная избирательная комиссия не вправе регистрировать его как кандидатом президента. В случае, если они, игнорируя требования Конституции, зарегистрируют, она приведет к очень сложной ситуации в нашей стране. То есть появится вопрос о легитимности вообще самого процесса выбора президента. Потому что участником будет являться незаконно, не имеющий права участвовать в президентских выборах Садыр Джапаров. Спасибо большое, предельно ясно. Господин Бектур Асанов, прошу вас. Nizam aldığında varız görüştürek, şahibe vaziyet görüştürek, şu tarizde çapının kavlanıp gerekirsen resmini tarız. Daha bu taktap koyduğum mesele benim vizyonumda kadar koyduğumda. Bizde 10 kadar çıktı denen kuramet informasyonu verirler. Biz kolumuzda dokumentet kaytarıp vergen emez, biz geç kanda ödemlerine vergen emez, Borborlu Şayloo Komissiyası. Biz bolgonu соттуулугубузду жоюу боюнча сотту күтүп атабыз. Эртең сот болот. Сапар Исаков менен Атамбаевдин деңгээлинде эле бизге чечим чыкса, анда биз 14 декабрга чейин бизде мүмкүнчүлүк болот кайра шайлоого катышып болгонго. Ошондуктан мен бул жерде талапкерлер менен кошо пресс-конференция берип атам. Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Ошондо гана бизде стабилдүүлүк болот. Эгерде Бектур Асанов катышпаса, мен баштан айттым, Садыр Жапаров катышпаш керек. Экөөбүздүн акыбалыбыз бирдей эмес, аныкы бир аз оорураак. Дагы бир жерге эскертип коеюн. Садыр Жапаров жасалган кылмыш боюнча отуруп чыкты. Аны бир күндө актады. Биз жасалбаган кылмыш, жок кылмыш даярданды деген шылтоо менен отурдук. Бирок биз бүгүнкү күндө шайлоого катыша албай атабыз, Садыр Жапаров катышып атат. Бунун өзү адалетсиздик. Ошондуктан бул жерде дагы кошумча аргументтер келтирилип атат. Ошондуктан биз муну Борбордук шайлоо комиссияга тапшырдык. Садыр Жапаровдун юридикалык дагы, моралдык дагы шайлоого катышууга укугу жок. Спасибо большое. Мамед Жумус, вы что-то скажете или вы ответите? Я в конце скажу. Давай. Вопрос отвечает. Все. Наши спикеры изложили, я вижу вашу заявку. Прошу вас представиться, ваш вопрос. Усеров Данияр, Фокус Медиадан. Мамед Жумус Сабылов ага сизге суроо берейин дедим. Мына бүгүнкү пресс-конференцияны сиздер уюштуруучу катары болуп атпайсызбы? Анан кайсы критерийлер менен бүгүнкү конокторду отурдуңуздар? Балким башкаларга да мындай чакыруу берген жокпу? Бул маселе боюнча мындай жок. Биз ушу ата жерде отурган талапкерлер Центр избиркомго расмий түрдө арыз менен кайрылышыптыр. Ал жерде регистрациядан өтүптүр. Бул арыз жанагы Жапаровду шайлоого катышууга укугу жок деген. Ошондуктан мен өзүм ушул тема боюнча өткөрөйүн деп аттым эле. Анан муну уккандан кийин мен ушуларга кайрылдым. Булардан башка эч ким кайрылбагандыктан эч кимди чакыра алган жокпуз.
Еще вопрос, пожалуйста, журналисты, я принимаю. Есть вопросы? Да. Пожалуйста, прошу вас, Даша Подольская. Да, у меня вопрос ко всем участникам пресс-конференции. Почему об этом заявляете только сейчас? Поведомления были поданы до 14 ноября включительно, начиная с 25 октября. В связи с тем, что мы еще надеялись, что Центральная избирательная комиссия самостоятельно, сами, используя свое конституционное право, откажут в регистрации, как они отказали некоторым кандидатам в связи с тем, что у них есть там непогашенная судимость или какие-то другие доводы они приводили, так и они должны были сами, без нашего заявления, отказать ему в регистрации, так как он уже был исполняющим обязанности президента. В связи с тем, что Центральная избирательная комиссия бездействовала, мы уже вынуждены официально обратиться уже с заявлением. Еще вопросы, пожалуйста. Я принимаю взятки. Есть вопросы? У меня есть такой вопрос. Я не знаю, кто ответит. Управляемый ЦИК, допустим, должен как-то среагировать на ваше сегодняшнее заявление, и судебные решения тоже должны как-то проявить какую-то позицию. Но скажите, есть ли у ЦИКа какие-либо контраргументы, хотя бы слабые, которые они могли бы привести для того, чтобы оправдать вот это грубейшее нарушение конституционной нормы, как я понимаю, статьи 68. Верно? Есть ли у них, как вы полагаете, Адахан, вы же опытный человек, сумеют ли они, ну я хочу сказать, хотя бы сохранить лицо, либо это уже полностью исключено? Какие там могут быть минимальные лазейки, учитывая ситуацию, эволюционность и так далее? Лазейки могут быть при случае, если орган, который принимает законодательство, будет давать толкование. Что понимается под исполняющим обязанности президента. Но это норма Конституции. Это прямое действие. Исполняющий обязанности. Я могу привести вот такой пример. Если ректор какого-то высшего учебного заведения на 2 месяца уходит куда-то, обязательно исполняющий обязанности ректора остается проректор. Но при этом ректор не теряет свои полномочия. Вот аналогично. Он приостанавливает, но при этом остается премьер-министром Кыргызской республики. Это нонсенс. Он возложил, переложил, перекинул кого-то. Так, эта норма не предусмотрена. Потому что ему эта должность или эти полномочия не принадлежат. Эти полномочия возлагаются Конституцией Кыргызской республики. Это не его собственность. Точно так же теперь у нас в Кыргызской республике всякое может быть. Если Конституционная палата принимает решение, что о приостановлении 3 статей конституционного закона считается нормальным, они считают, что это нормально. Значит, завтра я могу прийти и говорить: знаете, ребята, мне вот эта статья не нравится. Давайте приостанавливаем эту статью, а следующей статьей будем действовать так, как написано. Так не бывает. Мне кажется, что если сегодня, как Ишимбай Душимбеевич говорил, несмотря ни на какие доводы, все-таки выборы состоятся, но в течение 6 лет будет висеть этот вопрос, как дамоклов меч. А легитимен ли? А если мы сегодня, граждане Кыргызской республики, будем закрывать глаза, а мы привыкли это делать, то что скажут наши зарубежные партнеры? И что скажет завтра Венецианская комиссия? И как будут реагировать наши партнеры на такие грубейшие нарушения Конституции Кыргызской республики? Проблема в этом. Спасибо. Пожалуйста, прошу вас, представьтесь. Мыйзам боюнча Борборлук шайлоо комиссиясы жазылган арызды канча күндө карап чыгыш керек? Буга чейинки парламенттик шайлоодо биз көргөнбүз биринчи партияларга мыйзам жумшартылган түрдө мамиле жасалган өзгөчө Борборлук шайлоо комиссиясында. Бул жолу да ошондой коркунуч барбы? Эгерде бул арыз канааттандырылбай калса, силер кандай кадам жасайсыңар?
Эми борбордук шайлоо комиссиянын алдыдагы чече турган бир гана маселе каттоо маселеси. Бул арыздын бергени дагы менин оюмча ушу каттоого чейин Конституцияны карагыла, Конституциянын талабын карагыла. Силер ошону унутуп калып туруп, бул кишиге справка бердиңер, Конституциянын чегинде деп. Туура эмес болуп калды. Каттоо убагында карагыла деп бергендиктен кийин каттоо маселеси өзүңөр билесиңер 11, 12, 13-сүндө чечилип, ар бир кандидат боюнча мына ошол убакта Жапаровдун каттоо маселеси келгенде алар ушул маселени чогуу карап кетишет. Андан ары чоя албайт. Эми онча график боюнча 14-күндө бүтөт каттоо маселеси. Жок деп каттап койчу болсо, анда арызды берген талапкерлер алар өздөрү кийинки башка бир жакка кайрыла кайрылбай, булар өздөрү чечишет. Мен бир тактап коеюн ушул жерде. Бизде коом ушундай да. Эгер биз бүгүн бербесек, муну ошол эле БШК мүчөлөрү айтмак. Силер бизге эртерээк берсеңер болмок. Түшүнөсүзбү? Биз кандай гана учур болбосун, айыпка жыгылышыбыз аны билип турабыз. Саясий айыпка жыгыласыңбы, коомдук айыпка, социалдык айыпка жыгыласыңбы, аны түшүнүп турабыз. Бирок ушуну эртерээк берсеңер болмок деген маселе чыгат. Мына биздин де ичарабызда талапкерлердин ичинен биринчи катталсын, андан кийин берели дегендер да бар. Катталгандан кийин берсе ушундай доомат коюлушу мүмкүн. Каттагандан кийин берсе, анда айтышы мүмкүн да, ушу катталганга чейин берип койсоңор жакшы болмок эле, биз ошондой эсепке алмакпыз, карап чыкмакпыз дегенде. Бизде коомчулук дагы, массалык маалымат каражаттары, сиздер дагы ушундай доомат койсоңуздар болот. Силер саясатчысыздар, мыйзамды, конституцияны мыкты билген инсан катарында, конституция бузулуп аткан болсо эмнеге унчукпадыңар? Бизде кыргыздарды жакшы көрөт го. Кече кайда элең? Бүгүн мындабыз. Жараткан буйрса эртең да мындабыз. Ошондо биз айтканбыз, биз көрсөткөнбүз, бирок кулак салбай койдуңар, укпай койдуңар. Бүгүн көпчүлүк ойлоп калышы мүмкүн, Жапаровду негизги талапкер катарында бираз чочулоолору болуп атса керек деп. Жеке мен өзүм үчүн жооп берем. Менде андай чочулоо жок, коркунуч жок. Себеби мен терең ишенем. Биздин Кыргызстандын элинин бүт баары жанакы телефондогу ыркырап аткандар эмес. Калың калкыбыз бар. Алардын ар биринин өзүнүн таразасына түшөт. Кудай буйрса татыктуусун келечек өзү тандап алат. Ал же бул деген сөздөрдү кийин буйрса кесиптештер айткандай биз 15-нен кийин айтар сөздөрүбүз көп. Буйрса. Спасибо. Еще вопросы есть? У меня есть вопрос. Я хочу его обратить Мамбет Жунусу как экс-председателю ЦИК. Смотрите, ситуация складывается абсолютно неправовая в отношении кандидата в президенты господина Садыра Жапарова. И у меня два вопроса в связи с этим возникает. Первое. Стоит ли в нелегитимном поле другим представителям продолжать президентскую гонку? Есть ли в этом смысл, когда они понимают, что нарушены самые базовые понятия? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. Еще раз на пальцах перечислите, какие тяжелые правовые нарушения влечет регистрация ЦИК господина Жапарова в качестве кандидата в президента. Вот на пальцах. Первое, второе, третье. Без общих слов относительно нонсенса, относительно мнения окружающих государств. Что это означает для страны? Можно ли ее считать правовой? Либо она уже превращается в полевой плацдарм. Спасибо. Спасибо. Я попробую ответить. Речь идет об исполняющей обязанности президента. Есть такой институт Конституции закрепленный. Значит, исполняющий обязанности президента, как появляется, Ишембе Кадырбек подробно вам объяснил. Он прилипается просто. Исполняющий обязанности это не тот, который назначает или что-то такое. Он просто переходит по должности. Да? Дальше Конституция отсутствует, что исполняющие обязанности президента, его полномочия кому переходит. Такой нормы нет в Конституции.
Раз нет в Конституции, никто не имеет права пользоваться нормой, отсутствующей в Конституции. Значит, не расписано переход должности президента, не расписано переход должности исполняющего обязанности президента. Раз нет, он обязан исполнять до конца. Почему? Потому что это краткосрочная акция, поэтому называется это досрочные выборы. 3 раза сокращаются все сроки выборные. Поэтому Конституция разрешает, вот на краткий срок должно переходить это на эту или на ту должность, на премьера или на спикер. А дальше, значит, получилась такая картина. Он воспользовался нормой, которая в Конституции. Дальше он действует, которая отсутствует в Конституции. Если было бы расписано, исполняющий обязанности президента может передать свои полномочия тому и этому, он бы мог бы действовать. У него нет такой. Раз нет, он не имеет права пользоваться. Вот первое. Самый опасный, да? Уже мы ушли от Конституции. Мы не вне поля Конституции. Это раз. Второе. Теперь, если он будет участвовать, ну, скажем, да, эта сторона уже, значит, остальные будут участвовать, не участвовать, это вопрос такой, значит, каждый должен участвовать, каждый должен проходить законный путь. Ну, допустим, вот среди нас 2 кандидата уже претендуют на регистрацию, да? Если, значит, Садр Джапаров будет принимать участие, почему они не должны останавливать? Потому что они законно проходят регистрацию, будут участвовать, будут бороться. Потому что мы видели, что вот Центрибирком, если закроет глаза на беззаконие власти, это показало октябрьские выборы парламентские. Вы видели, да? Сколько говорили о 2 партиях, Беремдик и Мекеним Кыргызстан. Центрибирком, как будто бы это безобразия не было. А чем закончилось? Сейчас, если Центрибирком опять повторяет беззаконие действующей власти, это может привести к очень печальным результатам. Потому что, значит, все равно наш народ, вы видели, значит, требует, чтобы мы жили, значит, действовали в рамках Конституции. Поэтому почему я сегодня пригласил уважаемых наших кандидатов? Потому что они уже сделали правильный шаг, чтобы потом не говорили, что нарушение идет, никто не говорил, поэтому мы зарегистрировали. Вот мы, и пусть попробуют теперь Центрибирком зарегистрировать. Потом, я пользуясь случаем, я вам скажу из своего личного примера. Когда я был председателем Центрибиркома, я проводил первые президентские выборы в Кыргызстане. И тогда власть на меня давила, чтобы не было зарегистрирован Аманбаев и Айбалаев. Вы помните это дело, так? Когда я их зарегистрировал, Генеральная прокуратура дала протест, чтобы исключить. Мы в Центрибирком приняли решение отказать генеральному прокурору. И они тогда только через суд добились. Судебное решение мы не можем это не исполнять. Так? Поэтому Центрибирком должен сделать все возможное, чтобы не выйти из конституционного поля, зарегистрировать законно. Только тогда итоги выборов будут признаны не только нами и нашими партнерами зарубежными. Поэтому я очень прошу, чтобы Центрибирком обратил на это серьезное внимание. И я очень благодарен этим кандидатам, чтобы вовремя они поступок сделали. Потому что с 10-го начинается регистрация. Сегодня, завтра еще есть время, Центрибирком подумает. 14-го. Вот мы. Спасибо. Есть вопросы журналистов? Теперь, чтобы исчерпывающий был ваш ответ. Если мы откажемся, очень интересный момент, то среди кандидатов всегда найдут того, который пойдет до конца. Да. Понимаете, да? А если бы из зарегистрированных все в один голос сказали бы «отказываемся», если бы была уверенность в этом 100%, то вы
1000% прав. Да. Абсолютно прав. Но мы же знаем, мы живем в этой стране. Какие люди идут, тоже прекрасно знаем. А где гарантия, что какого-то там человека найдут, и он до конца пойдет, и после выборов получит то, что он заслужил? Так ведь? На практике же мы же видим. Спасибо. Еще вопрос есть у журналистов? У меня тогда такой вопрос. Готовы ли вы принимать участие, вы сказали, готовы, президентская гонка стартует, учитывая вот эту ситуацию, если ЦИК действительно пренебрежет Конституции, ну, управляемый ЦИК, если это так окажется, не проявит принципиальность, не проявит патриотизм, вы понимаете, что вы вступаете в борьбу с финкой против паровоза? И как можно финкой отбиться от паровоза? На что вы рассчитываете? Вот что я хочу спросить. Во-первых, я на государственном языке говорил, что какую-то часть народа можно оболгать, но целого народа невозможно. Думающая, мыслящая, понимающая часть нашего общества, нашего народа, все-таки у нас огромная надежда на собственный народ. Народ все-таки поймет. С финкой или вообще голыми руками тоже надо идти. Понимаете? В любом случае надо идти. Если где-то идет зло, какое зло? Мы прекрасно понимаем. Ведь незаконными выборами никогда ни один президент за современную историю Кыргызской республики до добра не доводил. Вспомним выборы 2005 года. Вспомним выборы 2009 года. Вспомним, давайте, 2010 года. Давайте 2015 года. Все большие политические катаклизмы возникают после выборов. До выборов еще тлеет какая-то надежда. А после выборов выплескивается столько эмоций, как вулкан Везувий, не знаю, каждый раз испытывать или не испытывать, это уже насколько хватает рассудка у тех людей, которые принимают решения. Спасибо. Я добавлю. Пожалуйста, добавьте. На ваш вопрос о том, стоит ли участвовать на выборах, я хотел бы так сказать, добавить, что у народа, у общества, у избирателей обязательно должна быть полная информация о всех участниках избирательного процесса. Мы должны озвучивать альтернативную точку зрения. Естественно, если мы снимемся с избирательной гонки, то это будет уже монопольное пространство информационное. И я думаю, что мы все-таки надеемся на мудрость нашего народа, который не раз доказывал, что несправедливость у нас в стране долго продолжаться не может. И мы покажем всю сущность, постараемся показать всю сущность и проблемы сегодняшней действующей власти. Вопросы есть? Если вопросов нет, я заканчиваю. И мне хотелось бы последний вопрос адресовать Виктору Асанову. Сейчас только было сказано, что вся несправедливость выливается в катаклизмы. Деликатно было сказано. Как вы полагаете, сумеет ли Кыргызстан пережить очередную такую волну? Выдержит ли? Как вы полагаете? Вот этот наихудший вариант к чему может привести? От чего еще можно предостеречь? Хотелось бы, что эти выборы прошли в рамках закона. И, наконец-то, наступила стабильность в Кыргызстане. Но я думаю, опять насилием, беззаконием они проведут выборы, захватят власть, опять повторится. 5 октября, да, как у нас произошло. Поэтому мы предупреждаем власти, что все должно было быть в рамках закона. Только честные выборы сохранят стабильность в Кыргызстане. Только честные выборы обеспечат легитимность власти.
Мы вот, за 30 лет нашей истории мы все знаем об этом. Я думаю, что у них тоже достаточно ума. Они должны Сделать соответствующие. Да, выводы. Спасибо. Ваши слова, да, отсыпку в уши. Я заканчиваю. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.